эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Айсен Николаев провел очередное планерное совещание. Глава Якутии заострил внимание на отчетах правительства, которые проходят в районах республики. В образовательных учреждениях Якутска усилили контроль безопасности. Школы оснащают системами видеонаблюдения и металлодетекторами. За прошлый год в республике перевели на газомоторное топливо свыше 900 транспортных средств. Задача главы региона была перевыполнена. В республиканской спортивной школе по футболу стартовал новый сезон. Команды получили разрешение от Российского футбольного союза на право участия в юношеской футбольной лиге в сезоне этого года. Музыканты молодежного оркестра поколения Next с аншлагом выступили на большой сцене Центра культуры и духовности города Нерюнгри. Впервые зрителям была представлена музыкальная драма, где прозвучали популярные композиции известных рок-групп и исполнителей. Почти во всех регионах России снизился уровень безработицы. По итогам прошлого года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 года. О рекордно низком уровне безработицы 7 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента с членами правительства. Глава Минтруда добавил, что численность занятых за год возросла на 1,6 миллиона человек. Так, по его словам, такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе благодаря Государственной службе занятости. Поддержка молодых семей должна увеличиваться пропорционально количеству рожденных детей. Об этом заявил председатель Комитета Палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий задался вопросом, как у молодого специалиста, да еще и работающего в университете, например, появятся деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Поэтому такой взнос должен быть минимальным. Может быть и 2-3%, максимум 5%. Его нужно сделать минимальным и добавить субсидирование. Должна быть система, чтобы хотелось рожать больше, предложил депутат. Кроме того, Аксаков обратил внимание на важность строительства арендного жилья по муниципальным, региональным и федеральным программам, а также субсидирование платы за него для молодых специалистов. Правительство планирует направить в 2027-2037 годах на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока 41 миллиард рублей. Средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств. В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин отметил, что развитие Дальнего Востока – это один из приоритетов, который определил президент. С помощью механизма дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию рисков. Айсен Николаев провел очередное планерное совещание. Глава Якутии заострил внимание на отчетах правительства, которые проходят в районах республики. Он подчеркнул, что встречи с населением должны быть открытыми и конструктивными, чтобы каждый житель республики смог внести свое предложение в работу органов власти. Айсен Николаев подчеркнул, что обеспечение населенных пунктов республики жизненно важными грузами в рамках северного завоза должно вестись с учетом возможности раннего закрытия зимников в связи с погодными условиями. Первому зампреду правительства Якутии Дмитрию Садовникову поручено осуществить завоз грузов в северные районы республики в максимально возможных объемах в период работы зимних переправ. Глава республики поддержал крупные выставочные проекты Национального музея. Айсен Николаев встретился с генеральным директором Национального художественного музея Владой Тимофеевой. В ходе встречи стороны говорили об экспозициях, выставках, работе мастеров и дальнейших планах музея. Помимо этого, особое внимание уделили организации подготовительных работ предстоящих крупных выставок. В конце встречи глава региона дал поручение постановленной задаче выполнить в срок. Возникло предложение у нашего музея организовать в год 2 крупные выставки и вести эту работу уже планово. Например, разработать план на 5 лет вперед, какие выставки мы будем привозить, и уже отрабатывать все вопросы по организации этих проектов. Айсен Сергеевич Николаев лично поддерживает эту выставку, и мы запланировали открытие 1 июня и приурочим эту выставку году семьи и году детства в республике.
В Якутии продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. 85 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилого дома. 225 родителей военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. Кроме того, постановлением правительства от 22 января внесены изменения в положение об оказании единовременной материальной помощи на подключение к централизованным источникам теплоснабжения без учета уровня доходов. На сегодня участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и совместно проживающие члены их семей могут подключить свои дома к централизованным источникам теплоснабжения без учета уровня их доходов. Работа по предоставлению мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей находится на особом контроле главы республики и продолжается в плановом режиме. Медицинскими организациями республики продолжается налаженная работа по оказанию медпомощи, реабилитации демобилизованным участникам СВО, а также их родственникам в приоритетном порядке. Согласно установленной маршрутизации, демобилизованный участник СВО по приезде обращается в поликлинику по месту жительства или по горячей линии 122, где для него будет разработана индивидуальная маршрутизация оказания помощи. При необходимости по зеленому коридору во всех медорганизациях оказывается вся необходимая диагностика и лечение, в том числе высокотехнологичная. Кроме того, у нас медицинскую помощь члены семей мобилизованных получают в санаторно-курортном учреждении «Санаторий Бесчегда». Наши врачи активно участвуют в оказании медицинской помощи, оперируют, перевязывают и консультируют больных и раненых. Неоценима работа психологов нашей республики. Проводится психологическое тестирование и поддержка бойцов на родном языке. Неделя профилактики заболеваний ЖКТ проходит в Якутске. Диспансеризация утверждена планом Министерства здравоохранения с целью повышения информативности о заболеваниях, связанных с ЖКТ. Врачи Республиканского центра здоровья отмечают, что необходимо внимательнее относиться к своему здоровью и советуют своевременно проходить осмотры у врачей. Проверить свое здоровье можно с 12 по 18 февраля в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Для профилактики, в первую очередь, конечно, необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, потому что это предупреждает появление различных осложнений болезней органов пищеварения, в том числе и от онкологических заболеваний тоже. То есть выявление на ранней стадии заболевания он предотвратит, предотвратить грозные осложнения, и также сможет вовремя, своевременно вылечить заболевание. Долгожданная новость для мирнинцев. В этом году в алмазной столице снесут 13 построек, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Жители 6 домов 33 и 35 по улице Аюнского, 34Б, 36А, 38А и 40А по Ленинградскому проспекту въедут в 9-этажку на 98 квартир в районе Храмового сквера. Дом планируют сдать в конце марта. Строители уже утеплили фасад здания, перешли к отделке стен и потолков, установке сантехники, лифта и опор уличного освещения. Жителям других 7 домов предложат квартиры на вторичном рынке. Также вместо квартиры мирнинцы могут выбрать денежную компенсацию. Всего 54 транспортных средства перевели на компримированный природный газ, 853 на сжиженный углеводородный за прошлый год в республике. Таким образом, задача главы региона Айсена Николаева по переводу 500 транспортных средств на газомоторное топливо на 2023 год была перевыполнена. Из госбюджета возмещались затраты граждан на строительство газопровода ввода к жилому дому, водного газопровода, внутреннего газопровода также, на приобретение оборудования, установку оборудования, его подключение, монтаж системы отопления. Порой при оплате проезда транспортной или банковской картой периодически возникают проблемы, в том числе из-за нестабильной сотовой связи. Какие причины сбоев, ожидается ли увеличение стоимости проезда и каким способом оплачивают жители и гости Якутска, узнавала Даяна Федорова.
Проезд в общественном транспорте столицы осуществляется несколькими способами – по банковским картам, проездным билетам и наличными средствами. Однако иногда при оплате проезда безналичным способом пассажир получает отказ по нескольким причинам. Карта находится в стоп-листе, валидатор не принимает оплату из-за нестабильной сотовой связи и не может корректно считать информацию по чипу, установленному на карте. Если не пробилась банковская карта, то он должен тогда какими-то иными средствами. Это написано в правилах пользования карт особ наших городских. А если не пробилась, скажем, карта, которая была предоплачена, там проездной билет, тут как бы затрудняется ответить. То есть пассажир с водителем как-то все равно должны договориться, наверное. Согласно правилам пассажирских перевозок, неисправность оборудования или карты у пассажира не является основанием для бесплатного проезда пассажира. Иногда валидатор отказывает, интернет не ловит. Вот, люди тогда наличкой не платят. Карта у всех, говорит, у нас на карте деньги, а наличкой иногда трудно становится. И уходят бесплатно ездить. Им надо с собой носить наличку. Если не работает карта, оплату наличкой делать. Вот, иногда и перевод делают. Мы узнали у жителей и гостей столицы, каким способом они оплачивают за проезд в общественном транспорте в случаях неисправности оборудования. Наличкой оплачивала, нормально. Когда-нибудь можно же наличкой оплатить? Ничего страшного. Сейчас такое время, что, видимо, ИПшники хотят как-то тоже выйти из положения, потому что в данное время что у нас? Цены на соляр и бензин дорого. Наличкой. Я всегда езжу и беру с собой наличку. Даже если по карте вдруг, на всякий случай. Через мобильный банк. Ну, там цена была как-то наличный расчет. Напомним, водитель маршрутного транспорта не имеет права принимать оплату за проезд мобильным переводом. Городская дорожно-транспортная служба столицы для принятия альтернативного способа оплаты рассматривает вопрос внедрения системы оплаты с помощью QR-кода. Оплата по ней будет приравнена к стоимости оплаты по банковской карте – 36 рублей. При поломках валидаторов и так далее у жителей появится возможность оплаты по QR-кодам. Предварительно мы планируем ввести оплату по QR-кодам в марте месяце этого года. В этом году будем плотно работать с коллегами с правового департамента для того, чтобы ввести такие административные штрафы для нарушителей, которые двигаются на общественном транспорте, не оплатив за проезд. Некоммерческая организация «Союз Авто» регулирует 16 городских маршрутов. В ближайшее время ожидается обновление автопарка, а также увеличение стоимости проезда. Увеличение будет тарифа, я думаю, что несущественно, потому что, ввиду инфляции, то есть все в разумных пределах. По поводу обновления парка, да, у нас в 2019 году обновление парка было, в этом году у нас где-то январь, март. Перед детьми Азии как раз март-апрель где-то у нас уже автобусы заказаны, они должны прийти сюда к нам. Новые автобусы планируют запустить весной. Внедрение системы оплаты по QR-кодам требует настройки и обновления всех валидаторов в автобусах. На сегодняшний день в реестре дорожно-транспортной службы находится более 530 автобусов. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске откроется семейный многофункциональный центр. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова. Семейный многофункциональный центр – это многопрофильная организация, которая оказывает комплексную социальную помощь семье по принципу единого окна. В центре будет работать 3 отделения: первичное отделение приема семей с детьми, отделение оказания экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. В образовательных учреждениях Якутска усилили контроль безопасности. Управлением образования окружной администрации города совместно с органами правопорядка ведется работа по обеспечению безопасности объектов образования. Об оснащении системами видеонаблюдения, металлодетекторами, а также осведомленности учащихся правилами действия в случае террористического акта узнавала Марферина Алексеева.
На прошлой неделе в Якутске распространились сообщения с угрозами о якобы планируемых терактах в школах. Тогда Министерство образования Якутии провело оперативное совещание. Власти города оперативно отреагировали на ситуацию. Было установлено, что источник сообщений находится за рубежом и что целью этой информационной атаки является сеяние паники и волнения среди жителей республики. Взволнованных родителей попросили не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие. Сегодня в образовательных учреждениях проводят инструктажи, ограничили доступ посещаемости, также вводят дополнительные меры безопасности. Сейчас мы устанавливаем в тех образовательных учреждениях, где ранее не было, голосовые оповещатели. При возникновении нападения или угрозы нападения террориста, включает оповещатель голосовой о том, что идет нападение. И каждый класс, каждая группа со своим учителем, классным руководителем должны закрыться в кабинете, забаррикадироваться, согласно алгоритму действий. Мы со съемочной группой посетили новую школу номер 39, чтобы подробнее ознакомиться с системой безопасности. Это заведение оснащено пропускной системой первой категории. Установлен домофон, имеются турникеты, арки и ручные металлоискатели. Это у нас система СКУТ, работает по школьной карте. Прикладываем с правой стороны, а также заходим сразу. Тут нас встречает охранник. И металлоискателем проверяем каждое утро детей. Мы пообщались с учащимися о осведомленности алгоритмов действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Но следовать это указаниям учителя. А что-нибудь еще, допустим, не знаете, только указаниям учителя, да? Если ты находишься в коридоре, нужно пойти в здание, которое находится ближе всего, там, где есть учителя. Следовать командам классного руководителя. И все, да? Да. Надо следить за учителем. В первую очередь нельзя волноваться. Надо слушать учителя. Нужно сохранять спокойствие и встать в пару. Самое главное не грубить им и пытаться делать то, что они скажут, потому что у них же пиу-пиу. И если сделать не по-ихнему, будет как-то не очень хорошо. На случай чрезвычайной ситуации у охранников школы имеется тревожная кнопка. Сотрудник обязан оповестить все службы безопасности и начальство школы. У нас рабочее место начинается с утра отсюда, потому что у нас приходим, смотрим по монитору выходы, входы и каждый коридоры. У нас есть тревожная кнопка. Утром приходим, проверяем тревожную кнопку. Это через диспетчер. Еще есть у нас переносная тревожная кнопка, 2 штуки у каждого, кто ходит, проверяет коридоры. Во время учебы работает домофон. По домофону мы отвечаем, кто пришел и зачем пришел. Большая ответственность, конечно, но тут надо быть как психолог, надо зайти посмотреть, с какой стороны люди, как общение тоже. Всего в Якутске 52 школы. В 32 установлены арочные металлодетекторы. В остальных действует ручной металлоискатель. В 62 детских садах города Якутска посещаемость контролируется по домофону. Доступ в заведение, кроме детей, имеют только родители и педагоги. Ведутся работы по оснащению и обеспечению безопасности в организациях дополнительного образования. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Прикоснулись к космосу. Юноармейцы Алдана побывали на космодроме «Восточный». Отряды юных бойцов уже не в первый раз посещают стратегический объект. С ребятами встретился Руслан Павлов. Физическая подготовка – основы рукопашного боя и обращения с оружием. Эти и многие другие дисциплины делают из подростков настоящих бойцов и патриотов. Юноармейское движение в Алданском районе было сформировано в числе первых в Якутии. Сегодня оно насчитывает более 100 подростков, которые являются примером для своих сверстников. Сами же юноармейцы равняются на своих наставников, в числе которых и есть ветераны СВО. Хотим довести до них, что любовь к родине, патриотизм, чувство товарищества, взаимовыручка. И показать это не на словах, а на деле, чтобы они это принимали.
Командиры относятся к своим подопечным как к собственным детям, поэтому кроме прикладных навыков стараются расширить знания и кругозор ребят. Недавно группа юноармейцев побывала на космодроме «Восточный». Причем визит на стратегический объект у юноармейцев не первый. Ну, перед нами была группа с Томота. Геннадий Семенович повезли группу. Мы должны были ехать с ними, но с документами у нас не получилось оформить. Поэтому мы поехали уже своей отдельной группой. Посетили космодром. В городе, как сейчас он уже называется, по-моему, Циолковский, посетили музей космонавтики. Там вся наша космонавтика, вся наша история собрана в этом музее. Не каждому выпадает возможность, пусть с Земли, но прикоснуться к космосу. Ребята, побывавшие на Восточном, свой космический вояж не забудут никогда. Мы были в центре, где строят ракеты, собирают, привозят и в последующей перспективе отправляют на запуск. Что показали самого интересного, секретного? Объект все-таки стратегический. Военная тайна. Было чувство гордости за свою родину, то, что мы имеем такую военную мощь. В число избранных попадают юноармейцы, которые показывают отличные результаты в учебе и военной подготовке. Тем, кто пока не дотягивает до установленной планки, есть к чему стремиться, ведь вокруг так много интересного, познавательного и увлекательного. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Ворота Ледового городка в 202-м микрорайоне вновь откроются для жителей и гостей Якутска. В связи с постепенным наступлением весны дети, а также их родители могут уже с 16 февраля прокатиться с горок на своих ледянках. Для семей с детьми предусмотрено множество видов аттракционов. Главным отличием предстоящего сезона от прошлогодних является удлиненная снежная горка свыше 200 метров длиной. Взрослым посетителям предусмотрены места для фотосъемок на фоне ледяных фигур. Ну а после приятного времяпрепровождения на свежем воздухе жители и гости города смогут попить чаю или кофе в специальном домике. Все новое, все заново начали, построили. Мы также проводили конкурс по ледовым и по снежным скульптурам. Всего участвовали 20 команд. Тема по ледовым скульптурам – это мир будущего, а по снежным – это свободная тематика была. Ну, еще много чего интересного, конечно. Замок еще построили с горками, спираль и многое другое. Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов проведут показательный мастер-класс в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Мероприятия могут посетить все желающие, количество мест ограничено, а регистрация будет открыта на сайте фестиваля и в приложении мероприятия. Мастер-класс пройдет 16 февраля в 14:00 в спорткомплексе «Элей-Ботур». В Республиканской спортивной школе по футболу стартовал новый сезон. Вместе с этим активно проводится просмотр и отбор игроков на обучение. В футбольной школе уже 3-й год проводится Республиканская детская футбольная лига. Так, 2 раза в год футбольные клубы со всей Якутии участвуют в матчах среди детей с 7 лет до юношеского возраста. Также команды спортивной школы получили разрешение от Российского футбольного союза на право участия в юношеской футбольной лиге в сезоне этого года. Различные системы отбора в зависимости от возраста. Вот маленькие дети к нам приходят, если, конечно, мы берем всех на первоначальном этапе. Вот первый год, например, пришли ребята, первоклассники, мы берем всех и, соответственно, там уже смотрим на определенные физические качества, коммуникабельность, да, в коллективе, как он уживается, ну и психология. У нас, естественно, бесплатное обучение, потому что мы бюджетное учреждение. В этом наш плюс, но в тот же момент как бы минус в том, что не все желающие могут попасть. То есть одного желания мало, можно очень сильно желать, быть целеустремленным таким, но способности могут, допустим, быть не к этой игре. Воплощение фольклорных традиций в эпоху глобализации. В Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского провели познавательную лекцию по эвенкийскому эпосу «Нимгакан». Ученый тунгусовед Александр Варламов изложил в доступной форме информацию о символике культуры эвенков в образах эпического произведения. На лекции присутствовали широкий круг интересующихся эвенкийской культурой. Это мастера прикладного творчества, руководители танцевальных коллективов, а также студенты. Музыканты молодежного оркестра поколения Next с аншлагом выступили на большой сцене Центра культуры и духовности города Нерюнгри. Впервые зрителям была представлена музыкальная драма, где прозвучали популярные композиции известных рок-групп и исполнителей.
Качественный звук, интерактивное изображение и любимый всеми русский рок. Впервые в Нерюнгри музыкальная драма. История о любви и ненависти, о предательстве и преданности, о человеческих пороках и душе. Мы тоже за все идеи, которые отличаются от обычных, тем, что они могут запомниться, или это даже вызов самому себе. Сможешь ли ты сделать такую идею и преподнести ее на новом профессиональном и классном уровне. Это юбилейный концерт молодежного оркестра «Поколение Next», который отмечает 45 лет и 5 лет с момента своего ребрендинга. «137 музыкантов» – это детская школа искусств города Нерюнгри, а также гости из Алдана, Благовещенска и Москвы. Народный состав оркестра дополняют соло-гитары, бас-гитары, ритм-гитары, синтезаторы, барабанная установка и впервые задействованы литавры. Это новый музыкальный инструмент, придающий окраску низких басовых нот для создания более эффектного звучания, который удалось приобрести благодаря финансовой помощи угледобывающей компании «Эльга-Уголь». Руководством компании было принято решение поддержать молодые талантливые коллективы Нерюнгринского района. Сегодняшний концерт это не стал исключением, да, то есть мы видим новые инструменты, новое звучание оркестра, поэтому мы и дальше будем вкладывать в развитие Нерюнгринского района в такие социально значимые проекты, как здравоохранение, образование, спорт. Эффект, произведенный новыми музыкальными инструментами и мастерством музыкантов, оценили все зрители концерта. Вообще молодцы. Дети, прекрасная Светлана Александровна, ей очень большое спасибо за то, что она так прекрасно руководит нашими детьми. Очень понравилось, всегда ходим на их концерты. Я очень рад, что попал на этот концерт. Безумно рад, потому что все прошло как на одном дыхании. Замечательный сюжет, отличная музыка, прекрасные голоса. Люди, приглашенные с других городов, прям молодцы, прям высший пилотаж. Я очень рад, что попал на этот концерт. Кавер-версии популярных рок-групп звучали по-новому. Кукрыниксы, Ария, Король и Шут. Все участники оркестра, как единое целое, достойно представили юбилейное выступление, продемонстрировав профессионализм и высочайшее мастерство. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.